Новый поворот в ухтинской истории с домом без газа. Напомним, жители 5 квартир на Кремса-5 без голубого топлива живут уже месяц. Все потому, что представитель собственника одной из квартир отказывается устранять неисправность газового оборудования внутри помещения и не дает сделать это специалистам. Мало того, долгое время он и вовсе избегал встречи с соседями и коммунальщиками. Но после нашего сюжета организовать встречу все же удалось. Оправдались ли надежды и удалось ли договориться сторонам, расскажет Виктория Науменко. Без газа и конструктивного диалога с представителем собственника проблемной квартиры. В таком положении жильцы 4 квартир в первом подъезде дома на Кремса-5 находятся уже месяц. А потому на долгожданной личной встрече эмоции и нервы на пределе. Да вы не такой же жилец, потому что вы не живете здесь. Это квартира собственная. Тогда закройтесь здесь и попробуйте жить без газа. Потому что вот компания, закройтесь и живите без газа, попробуйте жить, как эти люди. Условия, правильно. Вы создаете сейчас соседям. Неисправностей и нарушений в эксплуатации газового оборудования в ее квартире нет, уверена представитель собственника. Ирина Рычкова утверждает, обнаруженное несоответствие нормативам якобы следствие некомпетентности газовой службы. А потому допускать к установленному в ее квартире оборудованию для его исправления она категорически не готова. Мы прочитали все эти нормы, все соответствует. Они сказали, что есть какая-то утечка, никакого акта об утечке нет. Вот то, что отсекает трубу дома от нашей трубы, все держит, никакой утечки нет. Теперь мы ждем от них ответ в письменном виде. Вместо письменного вида одни слова. И они хотят, чтобы мы их запустили в свою квартиру, они бы убрали все спорное, а потом мы бы доказывали неизвестно кому, неизвестно что, наша труба, не наша труба. Представители газовой службы и управляющей компании заверяют, что нарушение есть в монтаже оборудования, которое проводила с согласия собственника сторонняя организация. Из явных применения гофрированной трубы. Вот идет, например, от газопровода сразу к плите, да? Вот это допустимо, понимаете? А там, почему-то так гофр? Потому что нельзя соединять газопроводные участки гофрированной трубой между собой. Ну, это вот специалисты технические. При этом есть вариант просто отрезать от газа проблемную квартиру. Но и на это представитель собственника не согласна. Мол, после этой процедуры она не сможет провести экспертизу и доказать, что нарушений не было. Почему за 2 недели вы не привлекли специализированную организацию стороннюю? Потому что вам это не нужно. Мне это точно... Слушайте, все, до свидания. Вам это просто не нужно. Не нужно, да, вам нужно, вот вы решайте. Вы вернитесь, пожалуйста. Последняя попытка мирно решить проблему по обоюдному согласию не удалась. Тем временем иск в суд на представителя собственника уже подан. Теперь всем сторонам осталось ждать заседания. Представители газовой службы и руководство управляющей компании уверены, оно будет в их пользу. Положительное решение будет направлено судебным приставам для исполнения этого решения. Решение суда будет звучать четко, то есть предоставить доступ для проведения ремонтных работ, либо, если, скажем так, судья примет решение, такие ремонтные работы собственник выполнил самостоятельно. Представитель собственника также уверен в своей правоте и согласна встретиться в суде. Одна проблема – процесс может затянуться не на 1 месяц, а значит, все это время жителям соседних квартир придется жить без газа. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.